Якутия, 19 век. В доме у Кондратия началось родение. Меня закружило в хороводе так, что я чувствую, как у меня вырастают крылья. Я возвышаюсь над землей к свету, он манит меня и дарит тепло и комфорт, которого так не хватает на этом холодном краю земли. Стены этого хорошо сохранившегося дома XIX века стали свидетелями одних из самых странных событий, выходящих за рамки человеческого понимания. В этом и в других таких же домах неподалеку прожили свой век участники религиозной секты скопцов. Их главными постулатами были отказ от секса, курения, алкоголя, танцев и игр, даже от шашек с шахматами. В имперской России велась активная борьба со скопчеством, так как оно являлось одним из самых тяжелых последствий религиозного фанатизма. В XIX веке их стали ссылать в Забайкалье и Якутскую область, чтобы сектанты, отрицавшие половые отношения и размножение, не могли вербовать в свои ряды все новых людей. Предполагалось, что скопцы не смогут заманить в свои сети якутов и казаков, имеющих другой менталитет. Несмотря на то, что секта была запрещена, просуществовала она достаточно долго. В нее принимали целыми семьями, при этом оскопляли и мужчин, и женщин, и даже детей. После этого семьи не распадались, а образовывали хозяйственные ячейки, которые сами скопцы называли гнездами. Живучесть секты объяснялась тем, что ее лидеры успешно заменяли скопцам житейские радости так называемыми родениями. Начинались они с дружеского чаепития, переходящего в хоровое пение и кружения в хороводе в белых рубахах при свечах. Темп задавался речитативным пением. Постепенно скопцы входили в транс, кружились отдельно, издавали бессвязные вопли, у иных начинались плач или истерика. Все это привлекало своей необычностью не только скопцов, но и просто любопытных. Родения были своеобразным наркотиком. Чтобы стать участником секты, необходимо было пройти обряд крещения, в ходе которого новому участнику удаляли наружные половые органы. Так, по мнению скопцов, человек становился бесполым существом и был подобен ангелу. Первая партия сектантов в количестве 595 человек прибыла в Якутскую область в 1861 году. Сначала их селили небольшими группами по 10-15 человек среди якутов, но уже спустя год выделили для поселения специальные места. Число скопцов увеличивалось из года в год и уже через 20 лет достигло 1211 человек. В Якутской области они основали 12 крупных населенных пунктов. Под Алекминском это Спасское, Троицкое, Усть-Чаринское, под Якутском – Мархинское, Хатын-Аринское, Никольская Слобода, Кильдямская, Маганская, Петропавловская и другие мелкие села. В ссылке скопцы время зря не теряли. Несмотря на свои религиозные убеждения и добровольное калечение, они отличались исключительным трудолюбием. В условиях вечной мерзлоты они умудрились выращивать яровую рожь и пшеницу. Применяя сельскохозяйственные машины и передовые методы земледелия, они стали крупными производителями хлеба. Также они выращивали арбузы, тыкву, разводили гусей, кур и уток. Благодаря упорному труду скопцы накапливали весьма значительные сбережения. Чтобы уберечься от воров и посторонних глаз, дома сектанты обносили высокими заборами. Окна всегда закрывали на ставни, а внутри домов они обустраивали потайные проходы. Когда одно гнездо вымирало, все имущество переходило к следующей волне скопцов. Последние оставшиеся в Якутии скопцы скончались в конце 30-х годов. От них остались только добротные дома в Мархе, Магане и Алекминске. За свое вековое существование на якутской земле они не смогли привлечь в свою секту ни одного местного жителя. Как вы думаете, почему? Пишите свои догадки в комментариях под этим видео. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал.